30 августа глава республики Айсен Николаев в передаче «Якутия вперед» заявил, что в регионе сохранят двухуровневую форму местного самоуправления в рамках нового федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. Но при этом будет изменена процедура избрания глав МСУ. Предполагается, что кандидатуру нового главы муниципалитета местному собранию депутатов предложит администрация Илдархана, а народные избранники голосуют за сделанное предложение. Отметим, к прямым и конкурентным выборам эта процедура не имеет никакого отношения. Таким образом, жители сел и городов окажутся отстранены от прямых выборов главы своего поселения. Напомним, категорически против этой инициативы выступили в партии «Справедливая Россия». Депутат Государственной Думы Российской Федерации, председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что фракция депутатов «Справедливой России» в Госдуме выступила категорически против нового закона. Депутат республиканского парламента Ил Тумен, председатель Совета регионального отделения «Справедливая Россия» Игорь Григорьев прокомментировал вестям Якутии сложившуюся ситуацию. В этом году был принят закон о местном самоуправлении федеральный. Якутия тоже готовится сейчас к приему нового закона, да, к изменениям своей конституции и так далее. Да, вот можете подсказать, какая будет последовательность в принятии этого решения? Что будет происходить? Да, этой осенью мы будем проводить общественные слушания на базе Госсобрания Алтумен. Дальше мы рассмотрим на комитете, будет открытое заседание комитета закона по местному самоуправлению. После чего до конца года будет принято изменение в Конституцию, и закон вступит в силу по республике. В следующем году УУСы района республики должны будут сделать изменения в свои уставы. И с 1 января 2027 года, как прописано в законе Российской Федерации, закон о местном самоуправлении вступит в силу на территории республики. Но вот сейчас предлагается реформа в том плане, что у нас будут главы районов, поселений, городов назначаться главами, там, стоящими выше, да, на уровне. То есть вот глава района будет предлагать там кандидатуры глав там села и так далее, да, но это будут по сути старосты, наверное, на самом деле, да. Как вы считаете, вы вот ездили по районам, да, что люди говорят в районах по этому поводу? Люди в целом против изменения законодательства. Якутское региональное отделение также поддерживает позицию своего лидера Сергея Михайловича Миронова. Нам кажется, что в результате принятия этого закона создастся параллельная прямая. Одна прямая – это будет власть, а вторая прямая – это будет наши избиратели, сам народ. И эти две прямые никогда в жизни, скорее всего, не смогут пересечься. То есть мы за прямые выборы глав поселений, глав районов и УУСов. Ну, по сути, получается так, если у нас не будет главы поселения, да, вот главы там города, Тамота, к примеру, да, вот откуда вы избирались в свое время, да, Да. тогда у этого города, там, у этого поселения не будет своего бюджета, грубо говоря, для начала. Не будет там мэра, не будет депутатов, не будет никого. Так это будет или как? Да, житель города Тамота, к сожалению, так же, как и Кутана, там, Чигда, как Хатастырь, он не будет участвовать, ему не дадут право выбора местного депутата, то есть, в частности, городского в городе Тамота, не будет выбирать мэра города. Любой вопрос он будет через старосту он не решит. Естественно, ему придется ехать в райцентр, в город Алдан, со своими проблемами, со своими болячками и так далее. Ну, вот что сейчас тогда вот надо делать, как вы считаете, как «Справедливая Россия» вот вообще? Мы поддерживаем политику, еще раз, Сергея Михайловича Миронова, и Якутское региональное отделение будет выступать за сохранение, во-первых, двухуровневой власти, во-вторых, чтобы за сохранение муниципальных объединений, соответственно, за прямые выборы депутатов и глав поселений, и глав районов и УСов. Сделай свой выбор, прими решение, как должна быть устроена муниципальная власть в республике. Голосуй на сайте Вести Якутии.